Выехал на маршрут с неисправностью, отправился на штрафстоянку. Рейд по автобусам, не отвечающим требованиям безопасности, провели этим утром сотрудники госавтоинспекции. Те, у кого не было аптечки или огнетушителя, получали штрафы на месте, а вот водители, в чьем транспорте имелась неисправность рулевого управления или тормозной системы, в сопровождении инспекторов сами довозили свою машину до стоянки. Об итогах рейда Айрат Назипов. Забирают. А из чего? Проверка. Для кого-то эта проверка заканчивается благополучно, и он едет дальше по своим делам. Но вот у автобуса 46-го маршрута автоинспекторы нашли неисправность. Если за износ системы выпуска выхлопных газов водитель мог отделаться штрафом на месте, то вот при подозрении на поломку рулевой рейки многотонник отправился на штрафстоянку. Такая же участь настигла и вахтовый автобус. Как и в предыдущем случае, сотрудники ГИБДД заподозрили у него неисправность рулевого управления. Они знают, за что забирают. А рулевая неисправность, вы слышали об этом? Ну, я честно не могу все доложить все это. Но вы об этой проблеме не знаете, да, ничего? Ну, проблемы-то они всегда же, когда проверяешь, получается, вот это. Мы же так же не можем его. А во время езды не чувствовали ничего, все нормально было? Ну, всегда нормально, когда ездишь. За подобное нарушение водителю грозит штраф в размере 500 рублей, а механик, выпустивший транспорт на линию, рискует заплатить от 5 до 8 тысяч рублей. Забрать же транспорт со спецстоянки можно либо устранив поломку на месте, либо отбуксировать его на жесткой сцепке. Всего же в ходе рейда на стоянку отправили 3 автобуса, но были и те водители, кого оформляли за незначительные нарушения на месте и без эвакуации транспорта. Сегодняшнее мероприятие направлено на профилактику нарушений водителями автобусов. Было выявлено порядка 20 нарушений. Среди них управление транссредствами с неисправным рулевым управлением. Бывают нарушения трещин лобового стекла, отсутствие аптечки, огнетушителей и так далее, мелкие нарушения. Подобные рейды автоинспекторы проводят 2 раза в месяц и напоминают, главная задача не наказать водителей неисправной техники, а не допустить страшных аварий на дороге. Всего по вине водителей автобуса с начала этого года в городе произошло 30 аварий, 1 человек погиб и 32 пострадали. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.